В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В начале краткий анонс основных тем выпуска. Самый гуманный? Второго человека в кыргызстанской оппозиционной партии Атамекен Алмамбета Шикмаматова хотят посадить на 8 лет за покупку машины якобы по завышенной стоимости. Репортаж из зала суда. Я думаю, что очевидно для многих мотивация политическая. Не до жиру. В Туркменистане развивается кризис вокруг нехватки и резкого подорожания продуктов питания. Цены на некоторые товары выросли вдвое. Люди в отчаянии, они каждый день начинают с того, что сегодня они пойдут искать муку и растительное масло. Вопреки традициям. Девушка-бодибилдер из Таджикистана стала чемпионкой Центральной Азии и намерена стать лучшей на планете. У меня большие амбиции. Я хочу добиться больших успехов именно в этом спорте и стать чемпионом мира. И теперь подробности. Первомайский районный суд Бишкека должен вынести приговор депутату парламента от оппозиционной фракции Атамекен Алмамбету Шикмаматову. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». По версии следствия, в 2011 году, когда Шикмаматов занимал пост аудитора счетной палаты, в сговоре с членами тендерной комиссии он включил в заявку автомашину своей супруги по завышенной стоимости. Следствие считает, что он превысил свои должностные полномочия. Шикмаматову грозит 8 лет тюремного заключения. С нами на связи с Бишкека наш корреспондент Джибек Бигалиева. Джибек, добрый вечер. Расскажите, каков в итоге вердикт суда? Здравствуйте, Шавкат. Заседание затянулось допоздна, и мы сегодня до последнего ждали решения суда. Ожидалось, что вердикт судья вынесет сегодня, но вот как только что мы выяснили, заседание перенесли на завтра, но обвиняемый уже успел сказать свое последнее слово. Оппозиционный депутат Алмамбет Шикмаматов обвиняется в коррупции. Генпрокуратура считает, что 6 лет назад, когда Алмамбет Шикмаматов работал аудитором в счетной палате, он участвовал в незаконном тендере. И в заявку о покупке автомобилей для ведомства была включена машина его супруги, причем по завышенной стоимости, как считают прокуроры. Сам Алмамбет Шикмаматов этот факт того, что счетная палата действительно купила автомобиль его супруги, признает, но, по его словам, он никакого отношения к фирме, которая выиграла тендер, не имеет. И тем более, как он заявляет, государственный бюджет никакого урона якобы от этой сделки не получил. Из этих 9 4 машины уже утилизированы. 5 ездит из 5, как вот, да, и самая машина, которая до сих пор хорошо служит в счетной палате, то есть государству, да, это та машина, которая когда-то принадлежала моей жене. Это говорю к тому, что не было и не может быть здесь ущерба. И как вы без ущерба, без того, что мы не принимали меры для того, чтобы Барат Люкс выиграл этот тендер, как вы будете это в своем обосновательной части обосновывать? Прокуроры просят для Алмамбета Шикмаматова 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но сторонники оппозиционного депутата, которые ходят на все заседания, называют обвинение надуманным. Они считают, что сразу несколько уголовных дел подряд, которые за последнее время возбуждены против их однопартийцев, это политический заказ. И если судебные дела если суд в отношении некоторых из них все еще продолжается, то главный оппонент бывшего президента Эмирбек Текебаев уже отбывает свое наказание в одной из колоний. А Алмамбет Шикмаматов как раз-таки занимает сейчас его пост в парламенте лидера оппозиционной фракции Атамекен. Текебаев, Чудонов, Аида Салянова, Алмамбет Шикмаматов. Это абсолютно политически окрашенные дела. И присутствуя на всех этих судебных процессах, я абсолютно точно еще раз увидела, что, к сожалению, судебная реформа позорно провалена. Судьи не самостоятельны в принятии решений. И вот такая ситуация по отношению к оппозиционерам, она сложилась достаточно давно, получается, это уже больше года идут эти судебные дела. По данному делу Алмамбета Насыркановича, я думаю, что очевидно для многих мотивация политическая.
но рассматривать все обстоятельства этого дела сегодня суд не успел. И, как ожидается, Первомайский районный суд примет решение уже завтра. Мы обязательно будем следить дальше за этим делом и будем сообщать о новых подробностях. Шавкат. Большое спасибо. Напомню, на прямой связи из Бишкека была наш корреспондент Джибек Бегалиева. Джибек, продолжайте следить за развитием ситуации. В Туркменистане вполне реальна угроза дефицита продуктов питания и даже голода. Источники туркменской службы «Радио Свобода Азатлык» сообщают о резком подорожании хлеба. Так, буханка весом полкило раньше стоила 1 манат, это примерно 28 американских центов, сразу в 2 областях страны – Марийской, Балканской, а также в городе Дашоу-Гуз. На севере Туркменистана цена буханки подскочила до 1,5 манатов. В столице Ашхабаде куриные окорочка в государственных магазинах стоят 8 манатов. Это примерно $2 30 центов за килограмм. Однако отпускается этот продукт по 1 килограмму на руки. В частных магазинах эти же куриные окорочка можно купить в неограниченном количестве, но по 10 манатов за килограмм. Также в Ашхабаде наблюдается дефицит куриных яиц. Килограмм муки ранее стоил 2 маната за килограмм, теперь цена составляет 3,5 маната. Продовольственный кризис в Туркменистане мы попросили прокомментировать главу туркменской службы «Радио Свобода Азатлык» Фаруха Юсупова. В Туркменистане опять возник дефицит продовольственных товаров, основных продовольственных товаров, таких как мука, растительное масло, дешевое куриное мясо. И вследствие чего за последние несколько недель цены на эти продукты взлетели в среднем от 50 до 60%, в некоторых случаях и до 100%. Особенно этот дефицит ощущается в регионах, в областях. Наши корреспонденты, которые побывали в Марийской, в Либавской и Балканской областях, они говорят о том, что люди в отчаянии, они ищут, они каждый день начинают с того, что сегодня они пойдут искать муку и растительное масло. Для туркмен, по-моему, на сегодняшний день очень актуальным стала пословица от того, что говоришь халва, во рту слаще не становится, потому что государственное телевидение показывает о том, что правительство во главе с мудрым Бердымухамедовым обеспечило продуктовое изобилие. Они показывают магазины с прилавками, которые чуть ли не гнутся от изобилия продуктов. Но на самом деле обычные люди, которые к нам обращаются, и наши корреспонденты, которые на месте, они нам рисуют совсем иную картину, удручающую картину. Конечно, это не та ситуация, которая была в 2016 году, но с каждым днем ситуация ухудшается. Если вы помните, в 2016 году мы сообщали о том, что люди начали продавать утварь из дома, начали продавать скот для того, чтобы как-то пережить эти трудные времена. И надеемся, что в этот раз правительство как-то сможет урегулировать эту проблему без каких-либо эксцессов. Дефицит и высокие цены на основные товары не единственные за последнее время признаки экономического упадка Туркменистана. Мы уже сообщали о предстоящих сокращениях в нефтегазовом секторе, который составляет основу национальной экономики. Власти, возможно, готовятся уволить работников, которые участвуют в бурении и содержании скважин, что, возможно, является показателем того, что Туркменистан добывает больше газа и нефти, чем может продать. Есть также информация о грядущих чистках в силовых органах. Возможно, уже в январе в Либабской области сократят около 1000 работников полиции. Одновременно с этим стоимость маната на черном рынке упала с 5-6 манатов за $1 США в начале 2017 года до более чем 10 манатов за $1 в декабре. В День независимости к монументу на главной площади Алматы возложили цветы, оркестр, военный парад и десятки корзин с розами. В торжественных речах чиновников праздник, суверенитет, независимость и президент. О трагических декабрьских событиях 86-го, а тем более 2011 годов в Желтоксане и Жанаозене представители власти предпочитают не вспоминать.
О протесте казахской молодежи в декабре 1986 года говорили его участники. В этот день они также приходят на площадь почтить память. Советская власть жестко обошлась с желтоксановцами, выступившими против назначения секретарем ЦК Компартии Казахстана Геннадия Колбина. К лишению свободы приговорили 82 казахстанца, причем двоих к высшей мере наказания. Многие участники протеста считают, полная картина событий не раскрыта по сей день. За те 3 дня пропали без вести 4000 представителей казахской молодежи. Мы знаем только о 50-60. До сих пор не раскрыто. Поэтому, когда мы приходим на эту площадь, перед нашими глазами кровавые отпечатки ладоней на белом снегу. Мы фальшиво улыбаемся, но на душе у нас лежит черный камень. Молодое поколение приходит 16 декабря на площадь почтить память жертв трагических событий 2011 года. Возле монумента независимости уже 6 лет каждый год звучит поминальная молитва. 16 декабря 2011 года в Жанаозене на западе Казахстана полиция открыла огонь по бастовавшим в течение нескольких месяцев нефтяникам. Официально 17 человек погибли, более 100 человек ранены. За организацию массовых беспорядков 13 человек получили сроки лишения свободы до 7 лет. Акцию в память о Жанаозене провели в этом году и на другой стороне земного шара. В американском Сан-Франциско около 10 политических мигрантов вспомнили о погибших жанаозенцах и потребовали освобождения политзаключенных. Один из организаторов акции, алматинский художник Канат Ибрагимов, переехал в США 4 года назад. В Казахстане его неоднократно арестовывали за участие в митингах и протестах. В настоящее время Азия связалась с Канатом. Вот что он рассказал о протестной акции. Вот это именно кровавое событие, оно послужило отправной точкой для так называемой, если хотите, первой волны политической миграции с суверенного независимого Казахстана. Некоторые участники этой акции, которые выразили солидарность с нами, стояли с пикетами на Юнион-сквер этот раз. Они пожелали остаться, значит, инкогнито, поэтому вы видите на фотодокументации, что их лица закрыты, потому что это наши соотечественники, которые боятся репрессий со стороны режима Назарбаева и его охранки, потому что у них есть родственники, им есть что терять в этой стране, в Казахстане. Я как художник, значит, подготовил вручную сделанные авторские плакаты, серию плакатов. Буквально за 2 вечера я их сделал. Плакаты, да, естественно, именно в том стиле, в каком я работаю. Я не являюсь художником, который вне политики, который живет по ту сторону баррикад, который, значит, начни себя и прочее, значит, спекуляция. Я являюсь активным членом общества, и все мое искусство это и является политикой. А в Астане открыли главную елку страны. Раньше эта церемония проходила 1 декабря, в день первого президента, и огни на главной елке зажигал сам Нурсултан Назарбаев. Но после неоднократных выступлений общественности, в частности пострадавших от событий 1986 года и жанаозенских событий 2011, церемонию перенесли на более поздний период. Активисты настаивали 17 и 18 декабря, дни, когда шли ожесточенные разгоны демонстрантов, в Казахстане должны быть признаны траурными. Власти Астаны, к мнению народа, прислушались и подготовку города к Новому году перенесли на более поздний срок. С нами на связи наш корреспондент в Астане Айнур Коскина. Айнур, здравствуйте. Где теперь расположена главная елка Казахстана? Здравствуйте, Шавкат. В этом году главная елка страны, как принято ее называть, открылась на территории Экспо, рядом с национальным павильоном Нуралем. Здесь же построили каток и тематический ледяной городок в честь прошедшей международной выставки. Посетители собираются удивлять ледяной копией хрустального дворца лондонского Гайд-парка и Эйфелевой башни. Аким Астаны Асет Исекешев, по сути, дал старт предновогодним мероприятиям в столице. Жарқыра, жайла, еліміздің бас шыршасы! Алақай! Рахмет сізге, Әсет Ерентайұлы!
В общей сложности в Астане установлено 25 новогодних елок, 12 хоккейных кортов, 15 ледовых катков и 3 ледовых городка. А все они в этом году возводились стараниями отечественных специалистов. Сколько средств потратили на новогодние украшения столицы, представители муниципальных властей ответить так и не смогли. Вы знаете, это традиционное мероприятие. Из года в год мы зажигаем главную елку страны. И сегодня, конечно, этот день и это мероприятие не исключение. Поэтому это подготовленное, организованное мероприятие. Очень свежие воспоминания Экспо. И я думаю, что эта площадка становится все более и более актуальной. И в этом году решено, что главная елка будет зажжена именно на территории Экспо. Акимат Алма-Аты оказался более открытым. И в ответе на запрос нашим коллегам власти мегаполиса сообщили, что на новогодние украшения южной столицы потратили более 1 миллиона 800 тысяч долларов. Часть затрат возьмет на себя частный бизнес. Уже начиная с этой недели в школах и детских садах стартуют новогодние утренние балы. Несмотря на то, что в последнее время все чаще звучат призывы отказаться от празднования Нового года, поскольку этот праздник в Казахстане начали праздновать только в советское время, для казахстанцев он стал неотъемлемой частью жизни. Большое спасибо. Напомню, на прямой связи из Астаны была наш корреспондент Айнур Коскина. Главную елку страны зажгли в Бишкеке. Правда, в кыргызском сегменте интернета немедленно разразился нешуточный скандал. На украшение ели и новогоднего комплекса вокруг нее мэрия кыргызстанской столицы потратила почти 16 миллионов сомов. Это около 230 тысяч долларов. Многие жители Бишкека полагают, не стоило на столь кратковременный праздник тратить такую сумму денег. В свою очередь, другая часть населения считает, елка и организация мероприятий символизируют Новый год. Поэтому на праздник нужно пустить достаточные средства. Для примера, самоуправление Аша потратит на новогодний праздник 900 тысяч сомов. В Джалалабаде на новогоднее оформление города выделили 600 тысяч сомов. Мэрия Таласа выделила 250 тысяч сомов, а Нарына – 200 тысяч. Самую маленькую сумму выделила мэрия города Баткена – 163 тысячи сомов. В прошлом году мэрия Бишкека потратила на новогоднее украшение главной площади города 13 миллионов сомов, почти на 3 миллиона меньше, чем в 2017 году. Смотрите далее в нашей программе. Вопреки традициям. Девушка-бодибилдер из Таджикистана стала чемпионкой Центральной Азии и намерена стать лучшей на планете. У меня большие амбиции. Я хочу добиться больших успехов именно в этом спорте и стать чемпионом мира. Продолжаем выпуск. Ахрал Азимов, отец Акбарджона Джалилова, которого следствие считает исполнителем теракта в петербургском метро 3 апреля сего года, попросил пощады для 2 своих сыновей у президента России Владимира Путина. Братьев Акрама и Аброра также задержали по делу о теракте. Ахрал Азимов записал видеообращение к Путину рядом с Кремлем. В нем он рассказал, что его сыновья невиновны и не имеют отношения к теракту, а задержания Акрама и Аброра якобы были инсценировкой спецслужб. Обращаясь к Путину, Ахрал Азимов несколько раз вставал на колени. Владимир Владимирович, помогите мне, вы же тоже отец, мне недолго жить осталось. Я увижу их или нет, потом не знаю. Владимир Владимирович, сделайте что-нибудь. Пускай они не клеветают на моих сыновей. Они не виноваты. Владимир Владимирович, умоляю вас. Пожалуйста. Пожалуйста. Владимир Владимирович, помогите. Вот я на колени стал. Пожалуйста, помогите. Самого Ахрала Азимова после этого видеообращения выдворили из России в Кыргызстан и лишили российского гражданства. ФСБ вручила ему соответствующее уведомление. Как сообщили в кыргызстанском МИДе, у Ахрала Азимова было 2 гражданства – России и Кыргызстана. Напомню, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля этого года. По версии следствия, гражданин России, уроженец Кыргызстана Акбарджон Джалилов совершил самоподрыв. В результате теракта погибли 16 человек, включая самого смертника. Пострадали более 60 человек. Позднее по делу о теракте были задержаны 10 человек, в том числе и братья Акбарджона, Акрам и Аброр. По мнению следствия, Акрам занимался фальсификацией документов членов международной террористической организации, чтобы они могли попасть в Россию. Жасмин всего 24 года, она родом из отдаленного кишлака в горах Таджикистана. Если не знать, чем она занимается, то запросто можно подумать, что девушка известная западная певица. Сейчас она строит успешную карьеру, однако ближайшие родственники категорически против того, чтобы Жасмин занималась любимым делом, якобы неподобающим для девушек в традиционном таджикском обществе. Но отступать она не намерена. Оксана Капинс продолжит.
Я Умеда Холова, мне 23 года. Я единственная спортсменка-культуристка в Таджикистане. Сначала мои родители не знали, каким именно видом спорта я увлекаюсь. Но как только узнали, выступили против. Мол, я девушка, будущая мать. Говорили, что нельзя девушке давать телу такие нагрузки. Искалечишь себя. Но я настаивала на своем. Сказала, что люблю этот спорт. У меня уже есть серьезные успехи. И я буду заниматься бодибилдингом. У нас есть такая пословица, что мужчине мало и 40 профессий. А я говорю, что и женщина не исключение. Мы, женщины, можем заниматься теми же видами спорта, что и мужчины. Поднятие тяжестей или борьбой. Мы можем представлять свою страну в любом виде спорта. Конечно, сейчас мое тело не совсем такое, каким было 5 лет назад. Мои друзья тоже часто мне говорят, что этот спорт не для девушек. Мол, бросай его скорей. Но я люблю эти вызовы, люблю нагрузки и точно все не брошу. У каждого спорта есть своя специфика. И если ты выполняешь все предписания тренера и соблюдаешь технику безопасности, никаких проблем не возникнет. У меня большие амбиции. Я хочу добиться больших успехов именно в этом спорте и стать чемпионом мира. И последнее. В Узбекистане родившуюся на прошлой неделе тройню назвали в честь действующего президента страны. Случай произошел в Гурленском районе Хорезмской области Узбекистана. Как сообщает узбекская служба радио «Свобода Озодлик», 29-летний Мансурбек Маджонов дал своим сыновьям имена Шавкат, Мирамон, Мирзиёв в честь президента Шавката Мирамоновича Мирзиёева. Это не первый случай в Узбекистане, когда детям дают имена в честь Мирзиёева. Ранее житель Бухары Джамшид Шодиев также дал сыновьям имена Шавкат, Мирамон и Мирзиёв. Тенденция называть детей в честь руководителя страны наблюдалась и во времена Ислама Каримова 3 года назад. В Андижанской области тройню назвали Исламджоном, Абдугани и Каримджоном. Сегодня в 23:30 по Астане и Бишкеку смотрите проект «Неизвестная Россия», документальный фильм «Ижевск. Гитары». В столице Удмуртии находится одно из самых крупных предприятий в России, выпускающих гитары. В месяц там производят около 800 тысяч инструментов, но экономическая ситуация такова, что в любой момент предприятие может закрыться из-за конкуренции и отсутствия спроса. Нет фабрик музыкальных-то. Нравится работа. Нравится? Да. Мастера хорошие. Беда-то другая, что Китай завозит все это дело. Знаете, у меня какая гордость? У меня какая гордость, что я тоже делаю эту музыку. Вообще. Такими событиями запомнился этот день. Всего доброго и до встречи.